Чудаки на дороге – не повод для веселья. Телезритель Алексей в Калининграде наблюдал, как мужчина с горячим напитком в руках двинул через оживленную дорогу. Почти под автобус. Гудок вернул дядю к реальности. Но чудак заботы не оценил. Плеснул в обидчика кофе, а потом еще и стаканом в него запустил. Не понял мужчина своего счастья. Будете в Пензе, следите за пешеходами. Чудак неожиданно выскочил на переход, игриво шлепнул проезжающий седан, остановил движением руки автомобиля, слегка покрасовался и ушел. Собака чудачеством хозяина уже и не удивляется. Местного Чаплина лучше не тревожить, а то еще проснется великий артист. Вот тогда точно все за голову схватятся. Такси приезжает быстро только в одном случае, если водитель не слишком спешит. Московские таксисты почти легкоатлеты. Одни берут новые высоты, а шашечники – новые полосы. Телезритель Павел попал на тренировку джигита. Упражнение «Уйти из крайне правой полосы в левый поворот». Первая же попытка провалилась. Черный седан спутал городские карты шашечнику, протаранил правый бок и отправил на островок безопасности. Незадачливого таксиста встретил зритель Александр в Москве. На перекрестке тот залез не в свой ряд и требовал пропустить без очереди. Как только загорелся зеленый свет, шашечник рванул и угодил на встречку. Че, успел, дурак? Неожиданный пит-стоп. Таксисты, они такие. Одним глазом на дорогу, другим в навигатор. Вот глаза и разбегаются. Нетерпеливый водитель, как плохой рыбак. И сам не ловит, и другим мешает. Наш зритель Иван пристально следил за тем, как малолитражка преодолевает полосу препятствий в Могилеве. Только выдохнул с облегчением, как новая напасть. Седан с разворота. Красной иномарки бы тормознуть. Так нет, она ускорилась. Седан же встал как вкопанный. Мало пройти полосу препятствий. Надо еще от нее уехать. Манера вождения одного дяди в подмосковном Фрязино привела в негодование зрителя Романа. Торопыге надо было срочно в крайнюю левую полосу, а машину нашего Романа он посчитал досадным недоразумением. Роман уж было думал приложить проныру, но вовремя осадил коней. Лучше запись «вводить по-русски» отправить, чем оформлять ДТП. Не всякая гадалка или психиатр объяснят поступки этих водителей. Телезритель Семен вынужден был отложить все утренние дела. На перекрестке планы спутало недоразумение в виде представителя отечественного автопрома. «Лада» вылетела из-за грузовика весьма не кстати. Здорово. И пусть весь мир подождет. Это про Дятлов. В Барнауле зритель Константин наблюдал в естественной среде за двумя водятлами. И они не подвели. Микроавтобус перехитрил кроссовер. Собрался налево, когда преследователю уж было не втерпешь. Любимое столичное развлечение – гонка с преследованием и росписью на бортах. Два собрата делили левую полосу. Первым на рывок пошел белый седан. Обогнал, подрезал, оттормозил. Все в рамках традиций. Черный малость не дожал и срезал белому нос. Быстрая схватка. Даже ставки не успеешь сделать.